Дорогие канажцы, в эфире передача «С любовью», и я ее ведущая Гузель. ООО «Канажская студия телевидения» и ООО «Компания Телеком Плюс». Эти два составляющих объединены в один медиахолдинг нашего города. Чем же занимается этот медиахолдинг? А он проводит самую главную работу. Он освещает события, которые происходят в республике, в городе, в районе. Здравствуйте, дорогие канажцы! В эфире передача «С любовью», и я ее ведущая. Сегодня хочет вас познакомить с руководителем этого замечательного медиахолдинга Тимофеевым Владимиром Александровичем. Сегодня я попытаюсь рассказать о нем, какой он человек по жизни. Сейчас я вас приглашаю пройти святая святых в кабинет Владимира Александровича, чтобы поговорить с ним, а затем продолжить нашу встречу в ресторане «Версаль». Итак, мы направляемся к нему в кабинет. Дорогие канажцы, мы находимся в кабинете Владимира Александровича, святая святых каждого руководителя. Здесь вы уже видите много книг, много документов, картины красивые. Пожалуйста, на стене у нас висит портрет нашего главы республики, что очень символично и правильно. Вот. Очень уютный кабинет. Я думаю, вам тоже он всем понравится. Владимир Александрович, а как вам? Нравится вам ваш кабинет? Как вам здесь работается? Я что хочу сказать, мне комфортно в ней. Комфортно? Да, вот и все. Вы себя чувствуете очень удобно? Да, хотя кабинет небольшой, но я чувствую удобно. И все вопросы, которые передо мной стоят, решаются на данном рабочем месте. Вот и все. Я так думаю, дорогие канажцы, настало время нам отправиться в Версаль, чтобы продолжить там нашу беседу с Владимиром Александровичем. Итак, дорогие канажцы, мы находимся в ресторане «Версаль», в одном из самых красивейших заведений общественного питания города. Владимир Александрович, вы на встречу пришли не одни. Пожалуйста, представьте нам свою супругу. Вера Борисовна. Вера Борисовна. Да. Очень хорошо. Владимир Александрович, вот телевидение – это одна из самых достоверных средств массовой информации. Ну, вроде есть и радио, есть и печать, но вот телевидение – это совсем другое дело. Здесь как бы человек сам становится участником событий, которые происходят на экране. И поэтому у меня к вам вопрос, Владимир Александрович. Почему вы выбрали телевидение? Конечно, отвечать на этот вопрос очень непросто, потому что, насколько я помню, я в своей жизни занимался многими направлениями. По образованию инженер-электрик. Но судьбой, видать, предначертано так, что я должен заниматься телевидением. Так как мы в детстве еще занимались радио. Я с малых лет любил радио. Потом я как-то однажды говорил, что в одном из интервью любимый предмет физика была, математика. Вот. То есть вы любитель точных наук? Да, любитель точных наук. Но и что хотелось бы еще подчеркнуть, отвечая на данный вопрос. По жизни, как бы я ни хотел заниматься вот этим радио, телевидением, меня сама жизнь куда-то подталкивала. Это когда в армию призвали, я, соответственно, оказался радиотелеграфистом. Сам неведомо нас выбрали и сказали, вы будете учиться радиотелеграф. Ну, после окончания училища, военного училища на радиотелеграфиста, пришлось в армии дослужиться до определенных должностей в этой области. После армии, безусловно, я работал на стройке, так как у меня армейская специальность была совершенно другая. А какая она у вас была? Ну, я работал в шахте. Ну, это я же... горняк первоначально. Даже вы горняком были, но в этом трудно поверить. Да, я работал первоначально до армии, я же горное училище на Украине закончил. И после этого работал я до армии в шахте. Ну это какая работа! Да, сложная. на глубине 400 метров. Мне кажется, вот там, наверное, вы выработали свой характер, такой принципиально твердый. Ну и вот. После армии все-таки же поступил я в институт
Вы учились в Куйбышеве, да? Да, тогда в Куйбышевский политехнический институт я поступил, а уже закончил Самарский политехнический. Да. Имени Уже Куйбышева Да, уже. теперь уже имени Куйбышева. Имени всё правильно. Куйбышева. И потом уж я от этой специальности никуда далеко и не отходил. Все время я, значит, то энергетиком, то вот в этой области все время крутился. крутились в этой области. Да. Мгм. Я от своей выбранной профессии далеко не отошел. Это очень хорошо. Но это то, что я закончил, уже будучи руководителем одного из предприятий, чувствовал, что не хватает мне экономических знаний. Да, Санкт-Петербургский технический университет по специальности бухгалтерский учет и налогообложение. Да, мне Конечно. пришлось и этот вуз закончить. Но что я хочу сказать. Когда я в 2003 году решил все-таки же организовать свое предприятие и оказался в августе месяце в городе Канаш. В 2007 году, значит, объявили аукцион, и на данном аукционе мы принимали участие. Там было 3 участника. И, соответственно, наше предложение более приемлемым было для тех людей, которые проводили аукцион. И мы выиграли. И я оказался руководителем Канашской студии телевидения. И по сей день вы сейчас. Да, и по сей день я, значит, руковожу. Хотя сейчас ООО, Да, не теперь- МО, так как уже было продано муниципалитетом. И вот Вы уже теперь- 10 лет руковожу. Многие произошли изменения. С того момента много людей пришли к нам. Они стали от студентов, выпускников студентов, специалистов выросли. выросли до руководителя, значит, в городе Канаше. В каких других сферах, но тоже в печати. Понятно. Не отошли. Ну, это хорошо. То Очень есть они, много ушло. наверное, у каждого ребенка были какие-то очень яркие воспоминания детства. А вот у вас какое было детство? Расскажите подробнее немножко о вашей семье. Да, такое шаловливое детство было, мы катались, не то, что сейчас. Тогда совершенно другие времена были, другая обстановка была, другая культура. Вот. А сейчас уж электронный век, Да. информационное пространство вперед идет, чем сами мы развиваемся. В связи с этим, как вы говорите, и с горки катались, и с малых лет и работали, и родители, так как у нас большая семья была, нам чуть постарше, которые были, поручали определенные виды работ, и сами, соответственно, тоже работали, а мы раз после школы приходили и по хозяйству, так как я в деревне рос, и после того, как вот поставленные задачи мы выполнили, потому что жесткий контроль был, выполнил, не выполнил. Да. И уходили на хоккейную площадку. А летом, соответственно, это жаркая пора всегда. Мое детство всегда при мне находится. И в чем заключается? Вот шрам. Ага. Тогда же таких, как сейчас, комбайнов, хотя и были, в основном хлеб убирали серпом. Снопы, потом скирдовали, потом молотели. Я это помню хорошо. Вот шрам. Это сколько лет вам было, что вы шрам лет, заработали? наверное, 8-9. 8 лет. Конечно, вы еще вот совсем этот шрам ребенок же были. всегда со Напоминали мной вам, мое да? детство. Да. Самое такое воспоминание у вас. Так что есть такое. Ну что ж, время есть время. Свое уже с тех пор более 50 лет прошло, будем говорить. О чем-то говорит это уже. Сейчас, конечно, семья у нас, вот как мы с супругой, Да. у нас 3 детей. 3 детей. Да, 3 детей. Многодетная семья по нынешним меркам. Да, 3 детей. Вот. Дети сейчас в разных городах живут. У старших свои семьи. Младшие еще учатся в техникуме. Не пошли по вашим стопам? Да, нет. Нет. Сын, значит, закончил
Академии путей сообщения, на железной дороге. Молодец. И он работает по этой же специальности, и работает на Куйбышевской железной дороге. Дочь закончила плановый институт. Она работает в сфере Росгидро. Так что Молодцы, молодцы. у них сфера совершенно другая. Ну и Поэтому, хорошо. Главное, что они нашли себя. Третье, учатся техниками. Вот. То есть вы довольны и счастливы. Ну, А Вера почему Борисовна бы чем нет? занимается? Ну, у нее свое хозяйство, она сама пусть расскажет. А вот спросим у вас, Вера Борисовна. Да, мое А вы чем хозяйство. занимаетесь? Сельским хозяйством. Сельским хозяйством. Да, это я являюсь замечательно. главой коллективного фермерского хозяйства. Правда? Да. Ой. Но если землю любишь, вот, охота, чтобы земля всегда расцвела. Цвела она не сорняками, а вот чтобы на полях были колосья, чтобы комбайны на полях имелись. Вот в этом сфере. Я с детства любила землю. У меня отец был агрономом, бригадиром. Это все мне знакомо. Я и не думала, конечно, что буду работать на земле. Ну, мне Да, моя потому профессия что- нравится. Я хотела продолжить тему вашей работы на телевидении. Мне кажется, работа на телевидении, вам приходится иметь дело со многими руководителями, рекламодателями. Вот нашими партнерами являются Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, а также, значит, выходец с канадской студии телевидения, сейчас руководимая телевидением города Югры, это Галя Коновалова, но и другие партнеры в городе Канаше. Что такое телевидение? Телевидение – это на самом деле не печать. Телевидение, то, что мы увидим, моментально снимается, и оно показывается. И кто в какой плоскости это понимает, зависит от того, как мы выпускаем, как мы все это преподносим до наших зрителей. После того, как купил телевидение, я сразу призадумался, в каком направлении мне идти, с кем работать. Ответственная работа телевидения. Конечно, ответственно. Но насчет партнеров я хотел бы сказать, я уже говорил, что обращался в ГТРК Чувашия. Мы по сей день сотрудничаем. Когда открыли национальное телевидение, об этом еще я, когда ходил еще в Госсовет, я слышал, что у нас планировали создать свое телевидение, национальное телевидение, как сейчас. В этом году 5 лет исполнилось национальному телевидению. С ними первым мы подписали тоже. Туда перешли с ВГТРК Чувашия многие. Ну, вот эти люди мне помогли первоначально, а потом уже поработав в данной сфере, сам тоже как-то начал шлифоваться. У нас тесные отношения с журфаком ЧГУ. Да. Мне приходилось 3 раза там выступать как руководитель телевидения. Вот, мы туда ездили. Подписаны долгосрочные договорные отношения, что канадская студия телевидения принимает на практике будущих журналистов. Вот. Подписаны точно так же договорные отношения с нашим канадским, это педколледж, финансовый колледж, который также к нам направляет на практику своих студентов. Замечательно. Вот. Хотелось бы еще отметить такой факт. Мы за эти 10 лет не только вот, хозяйствующими субъектами города, района и республики сотрудничаем, мы со всеми органами государственной власти сотрудничаем. Республиканского, муниципального и российского уровня, со всеми. Я поставил перед собой задачу, значит, телевидение – это для всех. Все те предприниматели, которые сейчас активную жизненную позицию занимают,
Мы вместе сотрудничали, они нам, у нас размещали рекламы, мы сопровождали на разных мероприятиях, вот они нашими партнерами. Обидно, если, допустим, находясь за этим столом, не отметить одного из долгих наших сотрудниц, это Гузель Хисамова, которая званый ужин вела. Званый ужин. И вот сейчас тоже продолжает. За эти 10 лет, из тех, что моментов, которые отразил, мне бы хотелось отразить, какой вклад Канашской студии телевидения внес в развитие журналистики в городе Канаше. И предоставив им возможность проявить себя, вырасти до журналистов российского уровня. Я бы хотел вот это отметить конкретно. Это в первую очередь Шурекова Людмила Геннадьевна, которая сейчас возглавляет главный редактор газеты «Канаш». Соловьева Евгения, она тоже член Союза журналистов. Светлана Кузнецова, она тоже член Союза журналистов Все России. Работали. Они работали, да. Потом главным редактором работает сейчас Григорьева Олеся Львовна, она тоже член Союза журналистов. Мне бы хотелось еще таких людей, которые работали на телевидении, Анисимов Женя, который работает сейчас в Нижнем Новгороде на телевидении. Ведерников Дмитрий, который работает в Москве, тоже оператором на одном из телеканалов. Молодец. Хотелось бы отметить Женю Назарова, которая недавно уехала от нас в Санкт-Петербург, тоже телеоператором. Люди растут. Мы, хотя маленький город, Канаш, Чувашская республика, но тем не менее это является кузницей кадров. Да, вот тут Вера Борисовна очень хорошо рассказала, что она вот любит землю и очень рада, что вот ее работа связана с землей. Хотелось бы вот спросить вас, Владимир Александрович, ну как вот вам работа вообще на земле? Как хозяйственник, как руководитель хозяйственного субъекта, всегда старался и стараюсь средства, которые есть, направить на развитие какой-то сферы. Будем говорить, как инвестор, сферы, да? Я выступаю, да, как инвестор у Веры Борисовны, Канашской студии телевидения выступает. Я согласен. Мне нравится, допустим, что вокруг себя она сплотила коллектив, что у них работа ладится. Мне со стороны наблюдаю, да. Вот я Вере Борисовне хочу задать вопрос. А какой он супруг? Как муж? Какой он? Очень справедливый. Мне нравится вот то, что вот, может быть, и у него на работе были неприятности, но как он домой приезжает, вот этого я ничего не вижу. Это хорошая черта. Да, вот этого я ничего не вижу. Вот это мне очень нравится в нем. Как сказать? Ну, он компанейский. Да, старается досуг наш, чтобы был хорошим. Как вы проводите время свободное? Ну, вот, у вас же есть время свободное? Или вообще нет, да, Владимир Александрович? Бывает время свободное? Есть. Время свободное сами для себя мы делаем. Правильно. Вот Да. так и надо жить. Это правильно. Потому Ну, что мы уж стараемся семьей, если вот с детьми на отдыхе ездить, на море. Вот. На море любите. Да, на выходные хотим, вот ездим в кинотеатр в Чебоксары, есть возможность такая. Бассейны тоже посещаем. Спортом занимаемся. Занимаетесь. Да. Это хорошо. Владимир Александрович, какой вид спорта любит? Плаваем. Это хорошо. Ну и на лыжи стоим, На почему лыжах бы ходите, нет. да? Да, у нас же пейзаж очень хороший. Мы же, Правда? да, у нас же хвойные какие леса. места? У нас же рядом с домом хвойные леса. Как санаторий у у вас. нас. Грибов-то много. И грибов там много, всяких. конечно, да. Тоже ходите? к грибам? Ходим, конечно. Замечательно. И поэтому я сейчас плавно хочу перейти к следующему вопросу. Владимир Александрович, какие ваши любимые увлечения, ваши хобби, ваши любимые книги, фильмы, еда? Что вы любите? Вот мы сейчас хотим от вас это все услышать.
последнее время, значит, я прочитал, так скажу, про любовь книгу Олег Рой. Як я не привередлив. Ну, у вас есть любимое какое-то блюдо? Ну, конечно, есть. А что это? Мясо люблю. Мясо. Мясо люблю. Вера Борисовна часто готовит мясо вам, да? Да. Ну, правильно, у вас свое хозяйство вам и карты в руки. Пользуясь случаем, в преддверии праздника, дня рождения нашей любимой канадской телестудии, хочу поздравить, во-первых, вас, Владимир Александрович, с приближающейся датой. Пожелать вам, во-первых, конечно же, здоровья, потому что без здоровья нам ну никак. Пожелать вам хочу творческого долголетия, потому что это нужно. Хочу пожелать вам стабильной работы вашему коллективу. Хочу, чтобы пожелать, вернее, не хочу, а пожелать вам того, чтобы побольше передач было интересных, разнообразных, потому что канадская студия телевидения, она на слуху. Люди смотрят, люди любят и с нетерпением ждут выпуска наших передач. Но мы постарались вам показать его таким, какой он по жизни, какой он дома, какой он на работе и какой он вообще человек по жизни. Ваши пожелания городу, жителям города. Мои пожелания жителям города, значит, будут таковыми: процветания, роста, невзирая на все те обстоятельства, которые сейчас есть. И я вижу будущее у города. В заключение нашей передачи я бы хотел поблагодарить семью Афанасьевых за предоставленную возможность снятия съемки предстоящему празднику телевидения, который исполнится 1 декабря. 24 года возможность и пожелать им крепкого здоровья, творческих успехов в своей работе и партнерские отношения. В преддверии нашего праздника 1 декабря канадскому студии телевидения исполнится 24 года, и пожелать крепкого здоровья, в первую очередь, своему коллективу, творческих успехов, благополучия в семье, но и зрителям нашим, чтобы с теми идеями, которые у них есть, побольше они к нам обращались. Мы при возможности приложим все усилия, чтобы удовлетворить те просьбы, которые их интересуют, волнуют. И призываю к сотрудничеству. Всех благ, здоровья, с праздником наступающим. А и в конце я хотел бы нашим собеседницам вручить цветы. Без них невозможно. Спасибо. Данный праздник завершить. Спасибо большое, господин. Я хочу поблагодарить наших помощников, наших партнеров, магазин «Примадонна» и салон «Парикмахерская Королева» за их сотрудничество с нами. Большое спасибо. Желаем также им больших успехов в их деятельности. Дорогие канажцы, завершая свою передачу, я хочу сказать вам до скорой встречи. До свидания.